расположен геологический памятник природы федерального значения минералогического типа мыс Корабль. Мыс представляет собой крупный выступ, расположенный на небольшом узком полуострове. Выступ сложен песчаниками красного цвета, что обусловлено большим количеством лимонита. Скоплениями. К поверхности Земли выходит жила аметиста видимой площадью 20 на 5 метров и мощностью 15-20 сантиметров. Киевские аметисты были единственным источником отечественного аметиста до конца XVIII века, вплоть до открытия власских месторождений. Первое упоминание аметистов Киевского побережья в отечественной научной литературе было сделано главным инженером Широкшиным в геологическом обзоре берегов Кандалашской губы Белого моря. В дальнейшем о беломорском аметисте забыли. До 20-х годов прошлого века сведения о нем вы не найдете нигде, кроме известной работы академика Ферсмана, посвященной драгоценным поделочным камням России. Путевку в жизнь польскому аметисту дала первооткрывательница отечественных алмазов Лариса Попугаева. Ею был составлен перечень и даны рекомендации для их использования. В ходе исследований, проведенных с 1968 по 1982 года, были осмотрены десятки проявлений аметиста, а наиболее перспективным признан район мыса Корабль. Здесь выделяется 4 участка: корабельный, лодочный, Новый Дедовский, которые расположены на 2-3 километрах друг от друга. На участке Дедовский были обнаружены древние выработки и выявлено 2 минерализованные зоны с промышленным содержанием кристаллических щеток. По преданиям, именно здесь добывались щетки и аметистовое сырье, использующееся в ювелирных ставах. Добыча аметиста производилась неквалифицированными сезонными рабочими, использовалось взрывчатое вещество, в результате происходила порча ценного материала. Всего за время обработки месторождений было добыто около 1500 квадратных метров аметистовых щеток и ювелирных сортов и около 8000 квадратных метров щеток рекондиционного качества для всевозможных сувениров. Добытые самоцветы поставлялись не только на отечественные сувенирные и ювелирные заводы, но и интенсивно экспортировались и покупали ювелирные заводы, Италии, Франции и Канады. Причем приобретались и щетки дымчатых тонов по заказу Ватикана. Добыча аметиста была прекращена в 1992 году. В настоящее время месторождение мыса Корабль, участок Армель, является минералогическим заказником областного значения. Адрес памятника природы: Мурманская область, Терский район, Терское лесничество, Борзутское участковое лесничество, квартал 315, площадь охраняемой территории 5 гектаров. Статус памятника природы был получен 15 января 1986 года решением номер 24 исполкома Мурманской области Совета народных депутатов ответственные за контроль и охрану памятника, дирекция государственных особо охраняемых природных территорий, региональное значение Мурманской области и комитет природопользования и экологии Мурманской области. На территории запрещены рубка леса, любые производственные работы, устройство мест отдыха и любые действия, ведущие к загрязнению памятника природы. Последние научные работы на территории памятника проводились с 18 по 25 июля 2003 года сотрудниками Академии наук. Осенью 2013 года я была на этом месторождении. Очень красивое место, удивительно испытываешь ощущение, когда идешь по берегу, а под твоими ногами блестят и переливаются аметисты. Во время отлива хорошо видно, что порода, несущая аметист, уходит в море. Моя учительница по природоведению рассказала, что 4 года назад размеры заброшенных участков были раза в 3 крупнее. В связи со строительством асфальтированной дороги Умба-Варзука на побережье стало больше приезжать туристов. В подтверждение ее слов мы встретили группу людей с большим мешком и лопатой. Они пришли добывать аметисты. Большинство таких старателей приезжают на мыс Корабль на несколько дней, разбивают палаточные городки и занимаются незаконной добычей аметистов. У каждого свой личный участок. Их никто не останавливает. Бывший лесник Осянок Виктор Федорович рассказал мне, как сам в молодости был несколько раз приглашен
для рано добытых аметистов. Камни складывали возле дороги в мешках. Никто из нового населения не покушался на аметисты. Все знали, что разведку ведет государство. Виктор Федорович помогал геологам в разведке Терского побережья, Мурманской области, новых месторождений, полезных ископаемых. Он провел для нас экскурсию и показал заброшенные месторождения лодочные, литовский и корабль. Также он показал еще одно месторождение, о котором не знал приезжий старатель. Оно сильно заросло местными видами трав и деревьев. Это к лучшему. Разлов работников исторического музея поселка Умбов, они не раз поднимались по защите памятника природы, оскорбления, но дальше слов ничего не продвигается. Напротив, в соседней Финляндии на старом месторождении организован официальный план аттракцион. Любой желающий, заплатив деньги, может проявить себя в роли добытчика аметистов. Ему выдается спецодежда и кирка и лопата. Я смотрела на эти чудесные фиолетовые камни и думала, а что останется нам, местность, изрытые лопатами, или чудесный берег со своей историей и тайной? Все.